Нашей автономии сегодня исполняется 29 лет. Это возраст зрелости, когда уже должно быть понимание, в каком направлении нужно развиваться. Это возраст, когда нужно ставить непростые вопросы о своем будущем и уметь честно на них отвечать. Какое будущее ждет гагаузскую автономию? Правильнее даже сказать так. Какое будущее строим мы для Гагаузии? Как человек является хозяином своей судьбы, так и автономия, и ее народ через своих лидеров строит свое будущее. Открытость ко всем, дети как главная ценность, инвестиции в образование, развитие родного языка и культуры, уважение к языкам других народов. Такой образ Гагаузии на протяжении многих лет вдохновлял меня в моей работе, определял мои решения и действия. И я уверена, что каждый из вас тоже хочет, чтобы Гагаузия процветала, чтобы на улицах звучали детские голоса, чтобы каждая семья жила в мире и достатке. Пусть такой образ Гагаузии будет ориентиром в нашей повседневной жизни. Как мы воспитываем детей и заботимся о родителях, как общаемся друг с другом, какие решения принимаем на выборах, на этих принципах и поступках создается наше будущее как общество, как автономии, как народа. Гагаузия – важная составная часть Республики Молдова. Поэтому умение выстраивать диалог и находить компромисс с Кишиневым является, пожалуй, центральным местом в работе каждого башкана Гагаузии, каждого состава Народного собрания. За 29 лет наша автономия, наши отношения с центральными властями переживали разные времена. В нашей истории были и позитивные страницы, когда наш голос был слышен на самом высоком уровне. Но были и сложные периоды, когда центр урезал полномочия региона. Диалог – это всегда участие двух сторон. Даже если это диалог с тем, кто тебя не слышит и не спешит протягивать открытую ладонь. Обвинить вторую сторону всегда есть возможность. Куда сложнее найти в себе мудрость и победить эмоции, сделать так, чтобы каждый твой поступок приносил результат во имя будущего. Я твердо убеждена, что вопреки всему диалог с центральными властями нужно продолжать и выстраивать его, в том числе на уровне межпарламентской рабочей группы. Эта платформа до недавнего времени оставалась единственным местом, где мог звучать голос Гагаузии. С 2015 года в рамках этой платформы поддерживался диалог не только на уровне парламента, но и на уровне правительства. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить команду CMI, а также посольство Швеции в Молдове за поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать в развитии диалога между Кишиневым и Камбратом. В Гагаузии есть хорошая традиция тесных отношений с нашими стратегическими внешними партнерами, в том числе и со странами Европейского Союза. Продолжение диалога с ними – это тоже возможность не только реализовывать социальные проекты в городах и селах автономии, но и доносить свои аргументы до международного сообщества. Уверена, что и этот диалог необходимо продолжать. Помочь жителям Гагаузии справиться с кризисом, сохранить политическую стабильность в регионе и вывести автономию из тупика – это настоящий вызов для всего руководства автономии, Башкана, Народного собрания и местных властей. Это сложная задача, которая может быть решена только совместными усилиями. Все мы знаем слова Христа. «Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, и всякий дом, разделившийся в себе, не устоит». Пусть это будет подсказкой для нас во всех наших делах, от государственной службы до отношений в семье.
И несмотря ни на что, с тревогой в душе, я верю в наш народ, я верю в нашу замечательную молодежь, я верю в будущее Гагаузии, и я верю в будущее нашей страны. От всей души хочу поздравить всех вас с этим красивым праздником, пожелать всем вам здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания. И дай Бог, чтобы, работая вместе, помогая друг другу и направляя все свои взгляды в будущее, у Гагаузии и у Республики Молдова все получилось.